Это риторический вопрос, почему да? Вот я вам объясню вот сейчас. А при чем здесь хиджаб? Вот послушайте, Марина, вот давайте я вам сейчас... Здесь иркутские мужчины делали пресс-конференцию. Была этническая чистка. И мы не воевали, чтобы проигрывать. Это была этническая чистка, депортация, вторая депортация ингушей. Мы же не воевали там. Мы жертвы, да, вот мы белые пушистые такие, да? Да? Какая война была? А кто, подождите, давайте, если... Ну давай дальше будем продолжать вот так же, 50 лет об этом говорить, да. Давай. Вот по поводу того, что вот смогли взять в свои руки, в 73 году ингуши тоже очень цивилизованно, ингуши вообще цивилизованная нация, на самом деле, я вам хочу по секрету сказать. И нас цивилизованность учить не надо. Мы и в 73-м цивилизованно вышли, мы и в 90-х, хотя мы были одни из 20 народов репрессированных, но ингуши были в авангарде, ингуши были первые в законе о реабилитации, в частности, Досилов Муса дал вешалку. Потом первый, только Сталин умер, опять-таки, более 20 народов было репрессировано. Первые ингуши, пока никто не опомнился, такой риск был. Приехала делегация в Москву, их здесь встретил Ахриев, это востоковед, который не был репрессирован, и сотрудник, преподаватель МГУ. Эта делегация ни чеченцы, ни балкарцы, ни немцы, именно ингуши. Поэтому цивилизованности ингушей учить не надо. Другой вопрос, что исторически ингуши оказались и географически в неудачном месте, как между Молотом и Наковальней. Доньял ворота между Европой и Азией. И как Черное море Россия должна была освободить от черкесов, потому что, буквально я вам говорю, цитирую Александра Первого, мы завоевали Северный Кавказ, но это завоевание не имеет никакого значения без освобождения побережья Черного моря, 100%, потому что мы не можем в нашем доме оставить открытыми ворота. Так же, как и адыги с черкесами оказались не в том месте, в плане Черноморского побережья, также и ингуши оказались, это вот именно этот перешеек, связь Европы с Азией. Вот и все. Поэтому с царских времен меняется название страны, но не политика. Понимаете, нашему народу. Но цивилизованности ингушей, я вам говорю, как мать 5 детей, у меня одна дочь историк, уже состоявшийся в МГУ. Я вам говорю, что на сегодняшний день то, что ингуши так красиво простояли, это не ваша заслуга. Они в 73 году без вас также красиво простояли. А это, в принципе, вопрос интеллигенции и цивилизованности моего народа. И войны в 92 году, запомните, не было. Во всем мире это признано как этническая чистка, как геноцид ингушского народа. Единственное дело, которое довели до суда, вот Чикатило ингуши ловят, кого только не ловят, кроме тех, кого надо ловить, понимаете? Единственное дело это семьи Очаковых, которые вот поставили целью своей жизни посадить этого человека в тюрьму. Единственное дело, которое выиграет. И то, почему? Семью Калаговых убили осетины, тоже посадил ингуши. Осетинскую семью Калаговых, не помните 80-х? Я хочу сказать, что по сей день неопознанные, хотя есть и экспертизы ДНК, и все по сей день есть неопознанные трупы. По сей день без вести тот же, который министр здравоохранения, который Гаджанов стал против чеченских войск, когда водили, его сын пропал без вести, по сей день числится как без вести пропавший. Лично, когда мы были... Танзила, вот я тебе один вопрос конкретно задаю. Ты очень много сказала. В 93 году было возбуждено более 100 дел по событиям в Пригном районе.
В феврале 95 года эти дела были закрыты с формулировкой за отсутствие состава преступления. Вот кого и скажет, что такое отсутствие состава преступления? Это значит, нет, ни трупа нету, ни убийцы нету, ничего нету. Я закончу. В 95 году у нас вице-спикером Госдумы был Михаил Гуцериев. Человек, у которого были большие финансовые возможности. На тот момент было очень много средств массовой информации, либеральных. Раз. Второе. У нас начальник управления Генпрокуратуры был Исаак Астоев. Два. Третье. У нас был Руслан Аушев, сенатор Совета Федерации. Почему мы не смогли возобновить эти уголовные дела? Кто нам помешал? Потому что это пророссийские люди. Посмотрите, как про них во всем мире. Руслан Аушев, пророссийский генерал. Википедию английскую, американскую, любую откройте. Кто такой Руслан Аушев? Пророссийский генерал. Другой вопрос, что он харизматичный. Народ его любит вот, за внешние данные. Но Владикавказ подписал. И МАГАЗ построил взамен Владикавказа, сам открытым текстом это говорит Руслан. Но извините, МАГАЗ построил не на территории Осетии, а на территории Ингушетии. Это какой-то неравноправный обмен. Я конкретно вам задал вопрос, вы мне не ответили конкретно. Который Амурхан Гиндиев поймал Чикатило. Ну вот я говорю, это люди, которые умеют в любой год. Причем тут голова, знаешь? И, как говорится, и Хашбиркер был голова, который еще в советские времена Боков сидел. И Фереза Гиреевна, которая всех, кого даже хуже, чем Гасков, который все им... Я об этом тебе и говорил. Это исключение. Ждут с Бакси. Ей будут с Баханс, Гулбя. Вот мы же помним, что Руслан Вахов, Иса Вахов. Ну, много... Послушайте, вы что, не видите, что мы наступаем на одни и те же грабли? На одни и те же грабли. У нас с 1957 года территория Северного Кавказа не подвергалась изменению. И только в Ингушетии 9% ее территории было отторгнуто, причем отторгнуто не насильственно, а с помощью нашей же собственной власти. Ингушской. Вы не видите этого разве? Мы наступаем на одни и те же грабли. Зачем говорить о том, что мы великие какие-то, что мы такие необыкновенные? Зачем это говорить? Никто не будет говорить нас, мы великие. Ты белый, пушистый, мы виноваты, тут тоже не к месту. Ты говоришь, что война, это не была война, это геноцид забрали против ингушского населения пригородного района. Всеми признанный факт. Вот СБ, я мало. Если мы честно, если не будем себе смотреть в глаза, да, мы никогда не сможем решить ни одну проблему. При этом геноциде было убито 130 осетин тоже. Около 40 пропало без вести. Ну, зайди в интернет и посмотри. Я помню, они выдавали фотографии нашу группу. На третий день я ходил лично, смотрел каждую группу, которую они показывают по центральным этим каналам. Они выдавали списки, а на самом деле у них нет таких уже. Вот пришлось, мы будем видеть, что... Я говорю, на третий день, я двоюродный брат, я тебе хватит, я не разговариваю, я молчал, я Тихо, единично звучит. Мама директор, мама. Вот что ты про Гадаборшу Мадину знаешь? Расскажи по ее убийству. Что ты знаешь? Я тебе что знаю, расскажу. Я про Гадаборшу Мадину ничего не знаю. Ну, девочка 12 лет. Я видел все эти трупы. Я их видел, знаешь почему? Потому что я жил на площади Согласия, нынешней, да, там, это что, класс, администрация президента Аушвица была. Я жил прямо рядом, у меня двоюродный брат и сестра пропали так без вести. И племянница моей бабушки пропала, племянник бабушки пропали без вести. И мы утром, каждое утро, Сахаля, до утра, и вечером выходили, каждый труп, их каждый раз меняли местами, нам каждый труп обследовать, хавари, авансы. Поэтому вот эти 4-5 дней, даже потом они долго еще проезжали, пока я туда, ладно, я эти трупы сам лично видел. Мы эти трупы сначала смотрели по их каналу осетинскому, когда они показывали, Гайбаба, нам ждала, Гайбаба, Дерибержа. Потом, через 2-3 дня мы приходили смотреть те же трупы у нас во дворе райкома партии. Вариант Дива, ты знаешь, хорошо. Это был геноцид, это не было. Там войны не было, там война была максимум час-два. Или Бейдалуши, Макнарыканя. У них 3 ополчения они за год создали против нас. Они это целенаправленно, к этому шли. Они ездили в делегации в Чечню, спрашивали, будет ли поддержка со стороны Чечни и Ингушей.
Они создавали сельхоз, на сельхоз нужды, выдавали БМРД, БМП, вот такую технику. Они закупались оружием, и его не пожалели, они у них оружие покупали, удовольствие покупали, они год вооружались, мы все это Из знаем. Германии привезли оружие. Оружие привезли из Германии. Дело в том, что все это все было подготовлено годами. Не бежали, там нечего покупать. 2 дня мораторий было наложено, ведение боевых действий. Аушев сказал, мне обещали прямое президентское управление, мне обещали референдум, потом обозначимся и свое заберем это. А получается, вот этих ребят, кстати, вот вы сейчас ребят показываете, вот эти трупы женщин, стариков, детей, вот каждый раз повторяет ту же самую ошибку. Я еще у Соловьиного камня, когда вот это все фотографии стояли, я вам тогда говорил, замечательно дело. Вот хостелина, больше в военной форме. Вот со стороны, если придут там красных холодов, они подумают, ну да, это война была, вот они молодых ребят пока, да, они пошли воевать. А на самом деле это единицы, ребят там единиц погибло. Позже там погибло мирное население, ну Ну это правда, это документ. да, старик вот их не показывают, стариков, женщин, детей не показывают только вот эти. Даурбеков говорит, Магомед Даурбеков. Не акцентрируйте, не говорите то, что это была война. Не преподносите это перед российской общественностью, как это была война между Осетией и Ингушетией. Называйте вещи своими именами вообще. Это были пророссийские ставленники, они террористы, они поэтому сидели молча в 95 году, когда ты говоришь, что не дали ход дальше процесс уголовный. Давайте теперь продолжим Мы должны свою молиться. тему, потому что это явно... Сегодня, Барам, вечер памяти о ваших пекторы. Вот, Барам, молодежь, молодежь, беспричастность, Можно мне слово сказать? Позвольте мне. Он закончит. Да. Он не закончит. Я вообще-то не хочу не выступить, ничего сказать. Я так думаю, что лучшая память нашим родственникам будет, если мы сегодня вынесем какое-то решение или поговорим о том, что нам делать дальше, а не то, что они говорили, что было то или другое. Вот совершенно Нам нужно смотреть вперед и сегодня не тратить время на воспоминания. Мы это и знаем, мы каждый день об этом говорим своим детям, своим внукам. Точно так же, как моя бабушка говорила мне. Давайте говорить о том, что будет завтра. Вы тогда не если это мероприятие. Наши старики говорят, что якобы из-за митингов в Ингушетии в Назране вот эта война пошла. И многие сейчас так думают. Даже у меня дома мать месяца. Все, кто там жил, год, полтора готовилась эта война. Сигмовая хачако, змышлудан, мышханады. Сотигяха, и сотигдиш, ядишхане, Назране, Балхахане. Холбиардох. Единственный регион в России, который создавал ополчение, вы это помните? Вот это есть новая стратегия, как вы поняли, да? Из выступления Альберта и Барана. Не называйте это войной, не называйте наши дочь. Интеграция, что подразумевает? То есть интеграция это означает либо обрусить, либо обосетиниться, либо обингушиться. Мы понимаем, что осетины обингушиваться не будут. То есть, по идее, по логике, это слово означает, что ингуши должны обосетиниваться. То есть, зачем нельзя? Во-первых, опять ты же сказал, что у осетин сейчас большая проблема. Они теряют свою самоидентичность, в отличие от нас. В проблеме. Они теряют свои имена, фамилии, обычаи, все они теряют. У них когда-то были тоже такие же имена, как у нас у всех. Теперь они с помощью ислама, с помощью мусульманства пытаются остановить этот процесс. Процесс, который позволяет их растворить. Интеграция предполагает, что ингуши, которые проживают в Северной Осетии, да, вот в Пригином районе в частности, 25%. Это значит, что среди 25 депутатов муниципального совета или муниципальных образований должно быть 25% ингушей. Это значит, что в силовых структурах Пригиного района должно быть не менее 25% ингушей.
Это значит, что объекты малого и среднего бизнеса в районе не менее 25% ингушам должны принадлежать. Учиться должны ингуши, работать должны ингуши. Вот это и есть интеграция. Тебе для этого не обязательно терять свою самоидентичность, менять свое имя, религию. Зачем для этого? Депутат может прекрасно быть мусульманином и ингушом, и быть депутатом в Осетии. Ну хорошо, за счет чего тогда это достигаться? Соседи, кто туда едет? За 26 лет кто туда едет? Откуда едет? 104 тысячи доехало. Вот я 104 живет в пригородном районе. Я вам объясню, для чего. Я вам объясню. Значит, сейчас у нас есть стратегия по развитию Пригородного района. Во-первых, и осетины, которые живут в Пригородном районе, они тоже заложники этой ситуации. Потому что осетинские бизнесмены не хотят вкладывать деньги в Пригородный район. Они, если вы проедете по Пригородному району, другие районы Осетии, вы увидите, насколько это депрессивный район, заброшенный район. Там старые дома, старые, вот по сравнению, Ингушетия просто Лос-Анджелес по сравнению с Пригородным районом. А когда-то, до 92 года, люди, которые живут в Ингушетии, завидовали тем, кто живет в Пригородном районе. Потому что в Пригородном районе уровень жизни был гораздо выше, чем в Назране на тот момент, до 92 года. Сейчас все наоборот. Поэтому, раз власть не хочет туда деньги вкладывать, то ингушские бизнесмены должны туда деньги вкладывать. У нас есть один бизнесмен, который оценивается его состояние, не буду я говорить, 6-8 миллиардов долларов. Бюджет Ингушетии 250 миллионов долларов, годовой бюджет. А у него 6-8 миллиардов. Он один может этот Пригородный район, Дубай из него сделать, это Пригородный район. При том, что в Пригородном районе недвижимость гораздо ниже, чем в Ингушетии. Например, мне в Владикавказе осетины предлагали гектар земли на Бали за 5-6 миллионов. Ты в Назране дом не купишь за 5-6 миллионов, а здесь гектар земли тебе прям в городе предлагают. И ты можешь ярмарку сделать Можно сказать, Абу Сагви, он вкладывался тогда, в 91-92 году, когда у нас дома не собирались, тот же Хадзой Мурат, тот же Гузариев, Митял, Ашналу, Тыринал, ведь ваши тогда тоже хотели интегрироваться, вкладываться в пригородный район. Если мы постараемся туда заехать потихоньку, или нам тот же 92 год еще раз устроим. Вот мы выкупали их дома, активно, массово выкупали там тоже за копейки дома, мы пытались заселиться, осваивать этот пригородный район, проводить этот референдум и все такое. У нас тогда не получилось, это все привело к жертвам 92 года. Так что это по мне гибкий вариант. Пускай они с нами интегрируются. Если они нашего одного, троих, они попыряли, а я деньги а ты что говорит, царь тогда интегрируют. Они почему не вкладывают, они знают, что в любой момент, за полдня мы их отсюда погоним до Ирана, откуда они вышли. Они прекрасно. Послушай, мама. Мама, ты тоже непростой парень, я знаю. И Кельга Муса тебе тоже не посторонний человек. Да. Да, я еще Халифов, да. 92 год и 2018 год это разные вещи. В 92 году не было Ингушетии, было 3 сельскохозяйственных района. Не было ни руководителя, ни полиции, ни бизнесменов, ничего не было. Во-первых, подожди, мы живем... Да, отвечу на твой вопрос. Dik zamsık mı? Yeni doğru zamsık. Elde doğru замсык. Все. Да. Но я надеялся, что ты, как позиционируешь себя, как образованный человек, у тебя хоть немного другое будет мышление. Я надеялся, по крайней мере, в Фейсбуке общались с тобой. Слушай, 92 года больше не будет. Не будет 92 года. Один шанс. 92 года не будет. Это была ситуация без власти. В России не было власти в 92 году. И возьми, изучи историю там. Еще вот один, у нас 15 минут. Он не слышал тебя. Да, я отдам, Баран, есть телефон. Очень живой, такой сердечный, высокий разговор.
Мне хотелось бы сказать следующее, то что главная причина, это самая главная ошибка юношей. Самая главная ошибка юношей в том, что мы не хотим развиваться. Я считаю, что нам необходимо менять свое мышление и мировоззрение. Тут сидит Магомед и говорит то, что мы за полчаса прогоним по сети. Но это же нереально сделать. Почему мы этого не понимаем? Мы осознаем то, что 44-го года и 92-го года больше не будет. Просто потому, что есть люди, которые готовы стать в лидеры. Тогда не было образованных, грамотных людей. Они есть на данный момент сейчас. Да? Почему мы себе врем и почему мы не хотим признавать факты? Да? Нам надо развиваться. Ингуши – это единственный народ Российской Федерации из 20 народов, которые были репрессированы, которые постоянно говорят об этом. Сидят, оглядываются назад. Каждый год в феврале месяце в Ингушетии то и дело, что все телевидение на протяжении целой недели говорит, что вот сентября почему чеченцы об этом говорят полчаса, больше не говорят, а ингуши об этом Потому что говорят. вы не чеченцы. Я понимаю, вопрос не в этом. Да, нам необходимо. Об этом вопрос. Это не вопрос, это просто предложение. Я считаю, что Барак Чемурзиев абсолютно прав. Чтобы развиваться ингушскому народу, необходимо не оглядываться назад, а идти вперед. Вот и все. У нас 10 минут еще есть. И мы... Почему армяне действительно по своим написала в этом архиве? Срок давности это не конкретно. Я написала в этом архиве человечество, чтобы всем было понятно. Так, одну минуту. Так. Магомед. Я, по-моему, здесь самый старший. Так? Я прошу тебя остановиться. Раз. Во-первых, если говорить о возрасте, мне 77 лет. Если прибавить к этому еще, что 1 год высылки приравнивается к 3 годам, то надо прибавить еще 26 лет. Мне получается 103 года. 104 год пошел. Так что, по-моему, здесь старше никого нет. Касательно Остинской ингушского конфликта, который произошел, я хочу сказать несколько слов. 31 октября 1992 года это начало конца краткой истории демократии в России. За этническую чистку Ингушей в Осетии, переросшую войну в Чечне, Российская Федерация поплатилась крахом демократии. К годовщине так называемого Остинsko-ингушского конфликта в Северной Осетии. В августе 1996 года при невероятных стечениях случайностей я оказался в Москве и остался там жить. Началась перестройка, казалось бы, непоколебимой крепости СССР под управлением ЦК КПСС. Предначавшиеся гласности начали открываться ранее неизвестные документы под управлением ЦК. Абсолютно правильно. Поэтому надо учиться всего. Значит, говорят, что разведчики получают 90% информации из периодической печати стран, где они работают. Исходя из этого правила, я покупал каждый день большое количество печатных изданий, тщательно их анализировал, собирал, отбирал из них то, что может помочь в прогнозировании будущих событий.
процессы, которые произойдут в СССР, в первую очередь на Северном Кавказе и в первую очередь в Черной Ингушетии. Из анализа материала я сделал вывод, что коммунистическая партия для удержания своей власти на всем пространстве огромной страны запустил механизм межнациональных конфликтов, чтобы устрашить местечковые партийные элиты гражданскими войнами, чтобы удержать их на привязи ЦК КПСС. Погромы резня начались в Закавказье, Карабах, Армения, Азербайджан, Абхазия, Южная Осетия, Казахстан. Казахстан, Фергана, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Приднестровье и так далее. Хронология может быть немного корректна. Для новообразовавшегося государства Российской Федерации идеальным местом для развязывания такого конфликта был пригородный район и город Владикавказ Северной Осетии, где был зажжен так называемый Астильно-Ингушский конфликт. Подожди, да, я прочитаю. 31-го. Сейчас заканчивается время пребывания здесь. Понимаешь, это вот квинтэссенс твоего совершенно правильно. Демократия именно в пригородном районе. 26 апреля 1991 года Верховный Совет принял закон о реабилитации репрессированных народов. Чтобы не допустить его реализации, удержаться у власти, бывшее коммунистическое руководство Северной Осетии консолидировало осетинское общество против общего врага, то есть ингушей, тщательно спланировало, осуществило в октябре-ноябре этническую чистку в пригородном районе. Максимально использовал для этого слабость федерального центра, абсолютную некомпетентность молодых чиновников. Вы хотите дальше? Нет, Так, хорошо. Короче говоря, я занимался этим основательно, и я предполагал, что эта война начнется именно в пригородном районе. Я туда отправлял несколько групп людей, журналистов с 90-91 года. Я начал публиковать в прессе материалы, которые рассказали бы общественности России о том, что там начнется война, она неизбежна. Вот. Но вопрос этот, 90% всех материалов, опубликованных в печати об Астильно-Ингушском конфликте, сделано было мною. Трудно предположить, представить себе, сколько сил, времени, средств, нервов, здоровья я потратил на то, чтобы придать гласности эту запрещенной публикациям ситуацию. Потому что секретарь Совета Безопасности Стоков запретил выдачу любой информации с 31 октября 1992 года, запретил выдачу любой информации, и ни один журналист туда не ехал, не хотел ехать. Вот, я туда повез сам Марка Дейча, с ним вместе мы вели репортажи на весь мир по радио «Свобода» о том, что происходит там. Значит, все те люди, которые писали об этом конфликте, Сергей Белозерцев, Александр Харламов, значит, Николай Московченко, который опубликовал заключение военных экспертов, эту группу я отправлял туда на свои средства. Значит, эти люди подвергались репрессиям. Значит, Александра Харламова избили около дома 2 раза до полусмерти после публикации про Кабулоева и про эту мафию. Значит, Сергей Белозерцев убили со 2-го раза под Калининградом недавно, несколько лет назад. Николай Московченко прямо в лифте собственного дома пытались застрелить, и к нему приехал Лужков в госпиталь. Короче говоря, таких случаев много. За мной тоже была охота, но мне невозможно было найти, потому что я был прописан на чистом участке земли. Там не было даже дома. Поэтому все это далось непросто. И если кого это подобные вещи интересуют, вы можете обратиться ко мне или посмотреть в моих социальных сетях. Facebook, везде и так далее. Сегодняшняя наша встреча удивительным образом самая горячая, эмоциональная. Это хорошо. Барак, Альберт, вы подержали руку на московском пульсе, и я думаю, что в ваших размышлениях, в ваших решениях каких-то вы будете принимать к сведению и вот это состояние, так сказать, московских ингушей. Но, Барак, Альберт, дело в том, что абсолютно правильная стратегия вот этой мягкого вживания, стратегия культурной адаптации, абсолютно верная, абсолютно правильная и отнюдь не исключает, абсолютно не исключает память о тех жертвах.
Именно поэтому это следующий этап, это другая стратегия, правильная, потому что мы живем в новом веке. Но дело в том, что значит, ваш грандиознейший митинг, ваше грандиознейшее противостояние, гражданское противостояние, вот, значит, совершенно обезумевшей власти, в том числе имеет исторический, генетический типологию, понимаете? Это все-таки опыт людей, которые в 1973 году отстаивали проблематику пригородного района. И 1944 год, 1992 год, сегодняшний – это сталинщина. Это сталинщина в этом произвольном скрещивании, установлении административных границ. И держа голову, просто физиологически невозможно, значит, вот ее назад повернуть и идти вперед. Нет, нет. Но манкуртизма каждый из нас не должен допустить. Многочисленные сведения, документальная аналитика имеют право и должны быть. Танзила вот здесь, кстати, недословно, но цитировала очень многие наши работы, понимаете. Все имеет свою предысторию, все имеет свой генезис и свою последовательность. Сегодня новый этап. Правильно, да. И отнюдь не надо думать, что, понимаете, вот какие-то такие вынесенные на публику или как-то вот, значит, проартикулированные вот до вашего митинга вот эти шаги по интеграции не делаются другими. Народная дипломатия с первого дня работает. Вы знаете, когда я приехала в Балту в первый раз после всех дел в 1997 году, 5 людей там только жило из ушей, 5 сауны только расстали. Я вам говорила об этом. Потом было 7 дворов, потом было 12, 15, на сегодняшний день 34 двора. Библиотека Балтинской школы пополняется книгами. Мы устраиваем там поэтические вечера с тем же Борисом Гусаловым и в Дачном. Все идет. Но мы обязаны помнить, мы обязаны знать, потому что московский социум тоже меняется, они тоже, вот видите, значит, по-разному думают об этом, но единственное, всех нас объединяет абсолютная катастрофа 1944 года, в прямых последствиях которой мы сегодня живем, и вы вынуждены жить так, как вы живете, потому что был 1944 год. Я всех благодарю вас, очень признательна за вашу такую очень серьезную и напряженную работу с нами, но я прошу вас не думать, что, значит, вот как бы здесь совсем бездумное такое, понимаете, сообщество наше. Мы и терминологически очень правильно, Танзила Беркл, я очень признательна. Правильное обозначение предмета есть уже залог, понимаете, правильного понимания. Терминологически очень правильно и точно мы должны говорить, что такое был пригородный район. Этническая чистка ингушей. Не для эфира. Ваше Peter Beel, Shido Hop, Beijing.